В ходе встречи речь в частности шла о мраморном клопе, вредителе плодовых и субтропических культур. Сложившаяся ситуация без сомнения вызывает беспокойство у всего нашего общества. В последнее время немало мер предпринято по борьбе с вредителем, но пока не найден наиболее эффективный метод, который нанесет наименьший вред экологии. По словам начальника Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Аркадия Джинджа, основной способ уничтожения клопов механический. В жилищных условиях они появляются, их много, массовое скопление. Это просто механический способ собирать. Или же вот в укромных местах, где они скапливаются, нужно вот эти картонные ящики положить светошью. Они собираются, и потом их вынести и сжечь. Другого варианта, просто альтернативы сегодня нет. Участники дискуссии высказывали различные мнения по поводу борьбы с мраморным клопом. Одни считают, что нужно раздать населению ядохимикаты, чтобы каждый самостоятельно уничтожал вредных насекомых. Другие же настаивают на том, что раз это чрезвычайная ситуация, то и действовать нужно чрезвычайно. Например, создать механизированный отряд защиты растений. Когда будет механизированный отряд защиты растений заниматься, и у них будет именно техника передвижная, это будет мощнейшее продвижение в этой области, чтобы уничтожить его. Если мы хотим частично косметическим ремонтом, каждый попросим, колхозники, товарищи, сельские жители, давайте каждый сколько сможет уничтожьте, там вату положите, они придут сами, а потом их задушите. Это не борьба. Борьба, чтобы создать государственный орган, который занимается, и средства для его создания. По словам специалистов, в Европе распространены около 20 видов насекомых, опасных для плодовых и культурных растений. В Абхазии 7 видов, и среди них мраморный клоп. В основном вредитель охватил Галский, Ачимчирский и Гулырские районы и потихоньку двигается в западную часть страны. Около 70% орехов фундука уничтожено мраморными клопами. Есть угрозы и цитрусовым насаждениям. Министерство сельского хозяйства ведет активную химическую борьбу с мраморными клопами. Была задействована авиация. Была задействована техника МТС района и так далее. То, что можно было возможно. И то, что мы получили вот через международные организации, начиная от очков, защиты, там, формы, комбинезонов, моторного масла, вот этих всех, все, что было нами получено, мы все раздали в районы. Районы раздавали, уже работали и работают вплотную с населением. И сегодня мы продолжаем эту работу. Сегодня мы ждем, вот в районе 15 часов должна прийти машина, опять тоже с пестицидами, то есть ядохимикатом. Мы на сегодняшний день хотим максимально хотя бы еще цитрусы как-то спасти. Мраморные клопы в Абхазии появились 4 года назад. Эти паразиты могут нанести большой урон сельскому хозяйству и сельхозпродукции. На сегодняшний день не существует четких методов борьбы с ними без ущерба окружающей среде. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.